Всем привет, друзья! Прежде чем мы начнем говорить о типах тренировок, мы должны с вами разобраться в одном очень важном вопросе. А именно в вопросе, откуда организм берет энергию для своей жизнедеятельности, для осуществления физической работы. Организм может взять, мы не будем сейчас говорить о всех особенностях пищеварения, но организм для производства энергии использует всего две вещи. Это либо глюкозу, либо жирные кислоты. Жирные кислоты мы сейчас опускаем, так как мы говорим прежде всего о нагрузках, которые не успевают задействовать жирные кислоты для производства энергии, а лежат в области использования глюкозы, либо гликогена, а это его называют также животным крахмалом. Это, грубо говоря, упакованная глюкоза, которая находится в печени. Итак, давайте начнем. Существует два процесса. Аэробный и анаэробный. И именно сейчас, чтобы дальше говорить о тренировках, мы должны четко разобраться, как протекают эти процессы. Поэтому я попрошу вас чуть-чуть перетерпеть мое занудство. Ну и давайте начнем. Когда мы осуществляем какую-то физическую активность, да и просто живем, мы потребляем кислород. Кислород через легкие попадает в капилляры легких, там дальше диффундирует в эритроциты, дальше он связывается с гемоглобином, сердце качает кровь, доставляет ее к мышцам. Дальше через капилляры подходит к клеткам, диффундирует кислород в митохондрии, и это является конечным этапом пути кислорода. В митохондриях это электростанции нашего организма. В митохондриях глюкоза расщепляется, производится энергия, производится углекислый газ и вода. Углекислый газ обратным путем выводится из организма с той же скоростью, как поступает кислород. Так вот, когда мы находимся в состоянии покоя, у нас определенное потребление кислорода. Когда же мы начинаем физическую активность, мы начинаем чаще и глубже дышать, вы все это знаете, соответственно, больше потреблять кислорода. Так вот, существует параметр МПК, максимальное потребление кислорода. И оно показывает, во сколько по сравнению с состоянием покоя способен человек потребить кислорода. Но его можно выразить и в литрах, либо вот в этом отношении. У собак, я подсмотрел исследования, упоминались гончие собаки. Я не уверен, что это неправильный перевод и что это не борзые, но даже остановимся на гончих. Этот параметр отличается в 32 раза. То есть в состоянии максимальной физической нагрузки собака потребляет в 32 раза больше кислорода, чем при состоянии покоя. Когда собака бежит, происходит следующее. Нарастает потребление кислорода до определенной ступени. И это тот самый аэробный процесс. То есть кислорода хватает на все, и высвобождается очень много энергии. Но происходит этап, когда потребление кислорода больше не может нарастать. Максимальная способность потребления кислорода очень важна. И учеными Тейлором и Вейблем, американскими, они исследовали много млекопитающих, от мыши до лошади, и провели исследование потребления кислорода у них. Выяснилось, что в целом потребление кислорода у всех млекопитающих одинаково дает одинаковую мощность. Это было теоретически доказано, потому что это простая химия. Но на практике уже было доказано. И этими учеными был высказан принцип симорфоза, что вся система, вся ее работоспособность зависит от работоспособности самого слабого звена в этой системе. То есть вот эта вся связь, легкие, эритроциты, гемоглобин, капилляры, митохондрии, работы, самое слабое звено определяет, собственно, емкость всей системы. Поэтому очень важно развивать все компоненты этой системы. Также ими было открыто, что если организм не использует резервы, которые в нем заложены на производство полной мощности, на максимальное потребление кислорода, то он консервирует эти механизмы, и ему просто нет смысла содержать. То есть развитие количества капилляров падает, уменьшается производительность митохондрий, уменьшается производительность легких и так далее, уменьшается количество гемоглобина в крови. То есть это процессы такие, организм никогда не содержит ничего зря. И этот, естественно, можно тренировками поднять этот параметр. Но что происходит, когда мы больше не можем потреблять? Включаются анаэробные процессы.
Что такое анаэробный процесс? Это процесс получения энергии без использования кислорода. Он в 19 раз менее эффективен, чем производство энергии с помощью кислорода. Это резервный источник питания нашего организма. В результате реакции гликоза в митохондриях освобождается энергия с образованием молочной кислоты, лактата. Этот лактат закисляет и отравляет организм. Появление лактата является и появление неэффективного расходования энергии является очень таким маркером, как сиреной для организма, и он резко снижает свою мощность. Вы можете заметить, что на каком-то этапе вы бежите, все у вас прекрасно, когда вы спринтовый какой-то отрезок делаете, и внезапно как все прекращается. Вам сразу тяжело дышать, там все больно, усталость наваливается очень быстро. Это организм дает сигнал, что пошли процессы закисления, что вы бежите в долг. Вам все равно потом в печени, лактат уходит в печень, и в печени в результате процессов гликогенеза он опять превращается в глюкозу. Но для всего этого нужен кислород. И вот эти вот анаэробные процессы, они способны работать только в какой-то короткий период. Но это чистая теория. В реальности всегда анаэробный процесс и аэробный соседствуют вместе. Но вы должны знать просто, что на короткие какие-то дистанции сверхнагрузок включается и анаэробный процесс, а для длительных каких-то нагрузок, прогулок и так далее нам хватает потребленного кислорода, и мы прекрасно справляемся так. Это очень хороший и эффективный способ расходования глюкозы на энергию. Надеюсь, я был не слишком путан, потому что в дальнейшем мы будем говорить про анаэробные и аэробные процессы, и нужно, чтобы вы немного понимали. Если что-то непонятно, задавайте вопросы, либо почитайте в интернете, как все это происходит. Спасибо за внимание, всем пока.